Привет, друзья! Мы продолжаем наш подкаст «Жизнь без границ». И сегодня у нас в гостях пользователь нашей библиотеки Екатерина Абишева. Екатерина, здравствуй! Всем здравствуйте! Очень рада присутствовать здесь который раз. Екатерина, расскажи, пожалуйста, нам немного о себе. Кто или что является твоей самой большой гордостью в жизни? Получается в одном вопросе два вопроса, да? Да. Давайте постепенно о себе. Значит, с чего начать? Я сотрудник специальной школы-интернат номер 1, в должности воспитатель. Хобби мое – это журналистика. Плюс я мама 3 детей, плюс занимаю активную жизненную позицию, вокалист, спортсмен по дисциплине шоу-даун, это теннис для незрячих, половец, но сейчас подключила уже себе танцы. Катерина, опиши свой характер 5 разными словами. Подождите, да, мы насчет гордости, да, еще? Ну, можно еще и про гордость, да. Гордость, я прям думала над этим вопросом, и действительно мне про это хочется говорить, про этого человека. Гордость – это наш Луи Брайль, поскольку именно благодаря ему я имею хлеб и профессионализм. Благодаря этому шрифту я смогла полноценное получить образование и сейчас реализовываю все свои способности, возможности и таланты. И еще я горжусь им как личностью, не только как изобретатель, подаривший всему миру эту систему, а как личностью, как человек. И я беру с него очень много примеров о том, как он один из первых начал приучать незрячих именно к труду. И его широкой душе не перестаю удивляться, потому что если заглянуть в страницы его биографии, это очень многогранная, интересная личность. Вот для меня он гордость. Я горжусь тем, что я владею шрифтом Брайля и пользуюсь его изобретением, и это результативно. Следующий вопрос. Опиши свой характер 5 разными словами. Да, характер, конечно, у меня. Вот я начну, давайте сначала с того, как меня сын характеризовал. Давай. Говорит: мама, боже мой, ты переменчивая, ты невероятно переменчивая. Я говорю: сынок, это все. Он говорит: нет, начал дальше перечислять, но все, что он перечислил дальше, это остается тайной. На самом деле я переменчивая, действительно, как карагандинская погода, непредсказуемая. Но теперь 5 конкретных определений. Вот я думала, честно, как же описать мой характер, потому что хотелось бы в 5 словах рассказать побольше. Да? Я считаю, что это перфекционизм, первая черта характера. Вторая – созидание. Третья – это новаторство. Четвертая – миротворец. И пятая – любвеобильность. Смотрите, какие замечательные качества, да? Ну хорошо, чтобы для баланса вселенной добавим мне очень замечательное качество, пусть будет 6, да? Я не смиренный человек. Вот честно, смирения мне не хватает. Я не могу согласиться, я не могу смириться. То есть ты будешь отстаивать всегда свою точку зрения? Но не в этом плане, не только отстаивать, я могу и не отстаивать, но потом все равно как-нибудь я выкручу и будет так, как я хочу. Да, это первое. Но это иногда хорошо, иногда не очень. Ну и во многих других аспектах, конечно. Хотелось бы. Понятно. Катерин, как выглядит твой обычный профессиональный день? Вот с чего начинается? Вот у меня нет обычного дня, честно. Вот смотря какой день, смотря какой день. Вот понимаете, он у меня каждый раз разный. Честно, вот скажу даже на примере, допустим, понедельник. Утром я встаю, это свои обычные домашние процедуры, духовные дела, детские, семейные и прочие дела. Это тоже занимает очень большой отрезок дня и очень ответственный и важный, к которому тоже готовишься морально. А далее, например, в понедельник я приехала к вам, а иной раз я езжу допустим, по каким-то документам или что-то еще. В общем, это у меня утро такое, понедельника свободное. Далее я, например, отправляюсь на работу. Опять на работе у меня каждый день разный. Вот такого нет в плане, что там, например, в час будет то, в 2 будет это, в 2:15 другое. Нет, настолько все по-разному, поскольку я состою в нескольких проектных группах, творческих группах. Сама веду 2 клуба и плюс занимаюсь дополнительно с брайлистами, выполняю домашние задания, подтягивая. В общем, очень много задач.
которые каждый день разные, понимаете? Потом, конечно же, вечер, допустим, либо это тренировка, либо это баня. Следующий, допустим, день начала, это либо танцы, стретчинг, либо это бассейн, соответственно, либо тренировка, опять работа, где непредсказуемый фронт работы. Вот, ну и так вот. Каждый день разнообразен по-своему. Вообще, да, я настолько люблю жизнь, и я вдохновляюсь каждым днем. Вот встаю и говорю, слава Богу, что начался новый день, и можно двигаться дальше. Катерина, как ты считаешь, какими навыками необходимо обладать человеку для достижения успеха? Это трудолюбие, прежде всего. Трудолюбие, Целеустремленность, наверное. Знаете, да, правильно, целеустремленность и благодарность. Вот три, я тоже как бы думала, потому что много качеств помогают успеху, да, и коммуникабельность, это тоже очень важно, и оценка своих возможностей, это тоже важно, но все же лайтовые успешные люди – это временно, это вот сиюминутно, да, он поймал успех. Да, говорят же, минута славы. Да, минута славы, все. А которые люди трудолюбием достигли успеха, он уже такой фиксированный, он постоянный, и послевкусица остается надолго и, вероятно, навсегда, и, может быть, и на века, как вот у нас гениальных личностей. И опять-таки к ним вернемся, да, благодаря чему? Благодаря трудолюбию. Да, прежде всего трудолюбию, конечно же, мы достигаем своих каких-то определенных целей. Да. Катерина, расскажи, пожалуйста, о проекте «Черная комната», о целях и задачах данного проекта. Это өте қызық жоба, можно, да, так сказать. Саусак ушындағы әлем, мир кончиков пальцев. Проект называется не «Черная комната», а «Темная комната». Он начал реализовываться благодаря руководству и сотрудникам нашей школы. А я уже просто подключилась к нему и очень красиво туда влилась. Теперь я получаюсь инструктор, который проводит квесты. И, в общем, пиарю этот проект как только могу. На самом деле задача у него, цели создать такую среду, благодаря которой каждый посетитель, находясь в абсолютной темноте, чтобы мог попробовать возможности своего тела, почувствовать, с какими проблемами сталкиваются незрячие ежедневно, попробовать включить в работу другие качества. Ну, в общем, выполнить без визуального контроля привычные вещи до посещения темной комнаты, которые казались простыми, естественными, а потом люди выходят, вы знаете, прям, а я и не думала, что я могу чувствовать кожей, а я и не думала, что я начинаю чувствовать резче запахи, допустим, потому что для человека получается мини-стресс, да? Ну да. И в работу включается все. И вот кто-то начинает понимать, почему незрячие несколько медлительные, почему незрячие часто бывают в таком положении сосредоточения, да, когда включаем, мы, например, идем, да, и не каждый может идти ровно, спину держать, свободно двигаться, да, человек идет, вот он сосредоточен, потому что все работает, слух, ощущение, тактильность, сенсорность, кожа, стопа, подошва, все абсолютно. И вот эта комната предназначена, конечно, для проведения квестов с различной возрастной аудиторией. Это родители зрячие, незрячих детей, слабовидящие одноклассники. Тоже никто не знает, что их ждет. Это первое. Второе, чтобы лучше понимать своих одноклассников. Другая аудитория – это студенты социальных факультетов, педагогических, врачи. Вот буквально недавно у нас была экскурсия, педиатры, врачи. Ну, вот придет к ним незрячий ребенок, чтобы уже понимали, как он примерно воспринимает мир. Ну, понятно, что эта комната не решает, да, все вопросы. Ну да. Но это хотя бы немножечко, да, немножечко погрузиться, немножечко представить хоть на минутку. Да. Как говорится, оказаться в той среде и понять самому, каково это находиться в такой ситуации. Катерина, можешь ли ты поделиться планами своей работы на ближайшее будущее? Планы. Вы представляете, что такое планы у педагогов, у воспитателей? Это тупы, гупы и так далее. Что это значит, да? Годовой учебный план,
месячный учебный план, квартальный, да, потом недельный учебный план. Планов очень много. Потом планы каждому клубу, планы каждой проектной группы, каждой творческой группы, поэтому планов очень много. И при этом, при всем еще нужно же личные планы. Ну да, личная жизнь никто не отменял. Да, поэтому, да, давайте планы, конечно, пусть будут планами дальше. Конечно. Мы будем их планировать. Катерина, расскажи немного о клубах, в которых вот ты работаешь. Это клубы, они функционируют при нашей школе. Первый клуб, который был создан, клуб юных писателей и журналистов СЮС-ЧВР с поэтическим направлением «Родничок», это для творческой элиты нашей школы, можно так сказать. Ну, конечно, элита, это я пошутила. В общем, для тех людей, кто любит творчество, кто хочет быть мастером слова. Там поэзия, писательство и журналистика. Ну, в общем, очень интересные встречи у нас. Причем руководитель поэтического направления – это ученица 10 класса. Но когда я пришла, да, нам еще 8 класс. Вот, и мы с ней вместе придумываем сценарии, не лазая в интернет. Даже так, молодцы. Мы стараемся, по крайней мере, это прям принцип. Вот. Далее второй клуб Online Skills, то есть коллаборация, да, языков онлайн с казахского легкие skills, возможности. Это клуб выпускников. Здесь мы приглашаем выпускников нашей школы и проявить себя в разных аспектах. То есть кто-то из выпускников помогает в оформлении нашей школы, кто-то придет и расскажет о своей карьере, о своих успехах, тем самым будет стимулом для наших воспитанников. Кто-то, например, подарит свое творчество, нам также сборники и прочее, а кто-то изделия какие-то. Ну, в общем, в любом случае, взаимодействие с выпускниками. Молодцы. Молодцы. Что тут хочется сказать? Катерина, в чем ты находишь вдохновление? Ой, вдохновение. Из чего ты черпаешь это вдохновение? Вообще по-разному, очень по-разному. Вот как я человек переменчивый, и вдохновение я тоже ловлю переменчиво. А бывает ли у тебя такое желание начать все с чистого листа? Нет, никогда. Я считаю, вообще это, честно говоря, для меня Просто это... есть же люди, все, Нет, я нет, останавливаюсь, я с завтрашнего дня начинаю жизнь с Нет, чистого это листа. получается, вы знаете, вот мое убеждение, да, Мгм. ни в коем случае, вот не осуждаю других людей, да, но это получается как бы плевок в события, плевок в то, что помогло тебе в твой опыт неоценимый, да, в твой профессионализм, который набирался годами, допустим, да, отношения какие-то строились, ну как вот можно перечеркнуть? Нет, я благодарна за все, что было, даже не очень хорошее, оно поспособствовало лучшему и так далее. Да, в любом случае мы набираемся опыта, не обязательно все да, должно и быть обязательно вот хорошее. это все потерять. Нет, я не приемлю начать с чистого листа. Катерина, расскажи, пожалуйста, о совете, который вот принес тебе желаемый результат. И вообще, прислушиваешься ли ты к советам окружающих тебя людей? К советам. Я советы спрашиваю, не всегда прислушиваюсь, но если мне нравится совет, я прислушиваюсь. А вообще совет, который реально работает и который помогает мне по жизни, это очисть свое сердце и выкинь мусор из своей головы. Вот такого вот совета придерживается Екатерина. Если только начинаешь это забывать делать, все, начинаются какие-то препятствия и так далее. Как только вспоминаешь, так, все тараканы в сторону. Да, где мой девиз по жизни, да? Да, тогда все встает на свои места. А без чего ты не можешь обойтись ни дня? Да без воздуха. Каждый день. Каждый человек, да, без воздуха. Ну, конечно. Но на самом деле я не могу без молитвы обойтись. Вот честно, я все проверяла, да, без телефона, пожалуйста, даже иногда хочу этого там, без общения, пожалуйста, без работы, ну да, и хочется всегда отдохнуть. Все пробовала, но без молитвы нет. Вот. Это мой воздух. А что помогает тебе избавиться от стресса? Ой, от стресса это мой любимый бассейн. Я приезжаю туда, когда еще никого нет. И это минуты независимости, и когда ты можешь быть наедине, и никого нет. И я плаваю, и вот эта водичка теплая, приятная, все с собой забирает.
И самое главное для незрячего – это ощущение независимости. Я кайфую вообще. Катерина, если бы тебе сказали, напиши книгу о себе, какое бы ты название выбрала для этой книги? Ну, вообще очень сложный вопрос. Пособия маленькие я выпускаю, да, небольшого объема. И у них названия, конечно, разные, они разнотематичные, и на английском, и на казахском, и на русском языках, да. А вот книгу я бы, наверное, не взялась писать по одной простой причине, что это объемный, да, материал. А поскольку моя искрометность, я за ней не успеваю ни языком, ни письмом, я боюсь просто потерять идею и думаю, что вряд ли бы я писала книгу, я лучше почитаю мастеров слова. Понятно. Катерин, что ты предпочтешь? Выполнять нелюбимую работу, но при этом получать хорошую, достойную зарплату, или же выполнять работу, ту, что приносит тебе истинное удовольствие, и ты черпаешь из нее вдохновление? Ну, вы знаете, ни то и ни другое. Во-первых, когда любимая работа и маленький доход, со временем вдохновение пропадает, потому что все-таки деньги – это материя, которая помогает нам реализовывать, да, какие-то свои желания, и отчасти это свобода. Отчасти это и зависимость, и свобода. А если выполнять работу за большие деньги, то потом можно просто возненавидеть ее. Поэтому я предпочитаю искать золотую середину. И если моя любимая работа перестает мне приносить доход, я просто постараюсь найти что-то похожее, да, усовершенствоваться как-то. В общем, направить ее в то русло, которое будет приносить все-таки мне. Пусть желаемый результат. Пусть не такой большой, может быть, как сразу, да, но все же уже, чтобы он соответствовал затраченным ресурсам. Все-таки это же ресурсы, это энергия человека, это силы. И тоже не оценить себя нельзя. Если мы будем позиционировать себя, что мы ничего не стоим, к нам также и люди будут относиться. Да, это безусловно. Катерин, тут у нас такая вот интересная коробочка есть. Расскажи, пожалуйста, подробнее ее содержимое. Эта коробочка мне очень дорога. Вот очень дорога и сердцу, и душе, и моему разуму, потому что это медаль Халық Құрметті, признание народа, и эта медаль честно заслуженная, заработанная именно трудом. Вот в тяжелую пандемию я просто тогда не представляла, как я справлюсь с работой. Тогда встал вопрос: или предлагайте идеи и работаем, или уходите без содержания. Вот тогда я мобилизировалась, включила все свои, какие у меня есть возможности и способности. И благодаря хорошему коллективу, поддержке коллектива, получается, у меня такая получилась медаль. Поэтому я вот... Заслуженная награда нашла своего обладателя. Вы знаете, она мне почему дорога, потому что она действительно досталась вот как бы неожиданно. Я даже не ожидала. Вот тогда мы работали просто на энтузиазме и вот реальном вдохновении. И как бы не было какой-то цели, да, что-то заработать, медаль или высокую зарплату. Была просто цель качественно работать и интересно, чтобы мы были востребованы. И вот результат. Поэтому я ее захватила с собой, вот специально хотела поделиться своей радостью. Спасибо огромное. Мы увидели, оценили. Спасибо. Катерина, хочу тебе задать такой следующий вопрос. Случалось ли тебе когда-нибудь отходить от своих жизненных принципов? Ну, конечно. Это компромисс, это и есть компромисс. Если не будешь идти на компромиссы, то, ну, в общем, какие построить можно отношения? В любом случае, отношения на том и строятся. Сколько времени в день ты проводишь в социальных сетях? Ну, судя по моим детям, что я провожу очень мало. На самом деле, только когда срочно нужно что-то подготовиться или по саморазвитию. Вот, допустим, вот сейчас мы проходили курс повышения квалификации, волей-неволей все, отсылки в интернет, и, конечно, ты смотришь, слушаешь, читаешь, такого развивающего характера. Развлечения в интернете я не черпаю. А веришь ли ты в виртуальную дружбу? Вы знаете, да, я верю. У меня есть несколько примеров. Виртуальная дружба – это ведь не только вот, да, мы общаемся по WhatsApp. Виртуальная дружба – это та дружба, которую ты не всегда видишь, да, где-то человек на другой стороне. Вот есть дружба в письмах,
У меня есть великолепные друзья, к которым я обращаюсь в письмах и которые очень дельными советами буквально помогают мне по жизни. Есть дружба еще, ну ладно, теперь ближе, да, к земле сюда. Приземляемся. Да. Я дружу с Ниной Зверевой. Это блогер, это журналист, она вырастила плеяду великих журналистов на Первом канале. Я не знаю, дружит она со мной или нет, но я с ней дружу, потому что я ее слушаю как подругу. Она очень хорошие советы дает и в плане семьи, и в плане профессионализма. Я с ней дружу. Вы лично общаетесь по переписке или просто ты следишь? Просто я слежу, я с ней дружу, и она мне помогает. А вот про письма, которые говорила, это я вообще не вижу людей, да, я переписываюсь. Но еще вот хотела, виртуальная дружба же как может быть, да? Человек, например, есть такая история, да, ну немножко грустная, на инвалидной коляске девушка сидит в окно, смотрит, да, все, жизнь закончилась, чем заниматься, в общем, ей на карандаши, рисует фломастеры и прочее, у тебя талант. Вот сидит, рисует, тут все, ну, за окном картины красивые, сюжеты, парни, да, девушки, все ходят, и ей тоже хочется. И вот она, значит, звонит на радио, как раз стол заказов, ну, это достаточно известная история, но она показывает потом виртуальность дружбы, что она реальна. И, в общем, она звонит на радио, заказывает самый такой печальный трек, да, диджей, вот попался хороший диджей, он понял, что что-то не то, и пытается различными разговорами отговорить ее от этого печального трека, и начал говорить, что ты умеешь, и давай расскажи о себе, пока он там другие композиции ставил. В общем, в итоге он с ней так сдружился, и виртуально, она говорит, а ты никогда на мои рисунки не посмотришь, потому что я не умею ходить, я тебе их не привезу. Он говорит, вот увидишь, посмотрю. И вот они так виртуально заобщались, и потом, конечно, эта девочка и замуж вышла, и поверила в себя, и вот благодаря именно вот этой поддержке виртуальной дружбы. Да. И еще хотела бы тоже от себя добавить, мы же постоянно, когда общаемся, да, вот с глазу на глаз, тет-а-тет, мы что-то умалчиваем, что-то мы можем не досказать, Да. а все-таки, когда идет вот такая вот виртуальная, мы там можем выразить свои мысли, написав их. Да, мы знаем, что этого человека никогда не видим, а возможно, он действительно даст такой совет, о котором мы не думали даже. Да, просто не каждый может с глазу на глаз рассказать человеку то, что у него сейчас на душе, поделиться вот этим своим внутренним Ну да, ощущением. главное, чтобы это собеседником был не искусственный интеллект, конечно, потому что тут можно уже и с И ума как сойти. раз вот тема про искусственный интеллект. Как ты считаешь, может ли вытеснить искусственный интеллект живое человеческое общение? 50 на 50. Для категории населения, которая заботится только о комфорте, о личном удовольствии и развлечении, больше ни о чем, то да, вытеснит. А тех людей, которые еще здравомыслящие и могут регулировать взаимоотношения с искусственным интеллектом, то нет, конечно, не вытеснит. Катерина, является ли мечтательность хорошим качеством? Как ты думаешь? Поделись своим мнением. Вы знаете, 50 на 50. Вот заметили, да, я часто такое, потому что все-таки я, конечно, не увлекаюсь гороскопами, но издержки качеств весов, они все-таки присущи, да. Значит, почему 50 на 50? Потому что, вопрос сейчас повторите, увлеклась. Является ли мечтательность всё хорошим качеством? Значит, смотрите, мечтать, иметь мечту – это здорово. Я сама имею мечту, и не одну. Но если человек начинает увлекаться мечтаниями, а не мечтой, ох, вот сейчас бы банк ограбить, миллионером стать и сидеть бы на диванчике, ну, конечно, это уже пагубно. Поэтому вот здесь вот такая грань. Мечта должна быть, но увлекаться мечтанием не надо, к ней нужно просто идти постепенно. Как ты считаешь, в твоем понимании, отдых каким должен быть? Пассивным или активным? Ой, ну разнообразным. Иной день охота вот тишины, покоя, да, пройтись по лесной тропе мягкой, широкой. Иной день охота поплюхаться в балхаше, порезвиться, да, в воде. Разным. На то он и отдых, это просто перемена, да, деятельности, смена. Иногда охота пообщаться с друзьями, поговорить. Иногда охота просто посидеть. А вот в идеале для тебя выходной день как выглядит твой лично? Тоже очень разный. Каждый день получается да, я разнообразный. могу сказать, да, что вот, потому что я же говорю, я переменчива. Вот я сижу, да, сегодня, вот, например, сегодня я хочу пройтись по искристому снегу,
послушать хруст снежинок, да, чтобы мне на щечки падал снег. Приходит тот день, когда выпал вот этот хороший снег, а я думаю, ой, почему бы сейчас не сходить, допустим, в гости, давно вот не была там у того-то, и все, я могу поменять решение свое в этом отношении, да. Катерин, спасибо тебе огромное. И в завершении нашего подкаста нам хочется, чтобы ты прочитала нам свое стихотворение, которое ты подготовила специально для нас, я знаю. Да, я пишу, вот поэтому книги не пишу, вот малообъемные такие произведения пишу. А вот стихи, да, находят вдохновление, ты уделяешь этому тоже должное внимание. Да. К тебе. А я лечу стремительной кометой на благодатный вечный свет. Я разукрашу всю планету оттенками слепых побед. Во мне цвета звучат как ноты, мелодий россыпь новизна, сердец, пылающих красоты, то есть палитра, что мне видна. И кто со мною не остался, терял внезапно высоту, ведь сила в крыльях и пространстве, что наполняет пустоту. Дыханием множества и веры, объятием пуха лебедей. И если ты хоть сколько смелый, ищи меня среди людей. Мой ориентир — свет истины и воли. Мой позывной спасает мир любовь. Накрой меня волной покоя. В единстве мы родимся вновь. Замечательное стихотворение. Катерина, я выражаю тебе огромную благодарность за участие в подкасте. Хочу пожелать тебе творческого вдохновления, неиссякаемого здоровья и побольше новых креативных идей. Екатерина, огромное спасибо, но от идей я уже сама страдаю, потому что у меня вот я так хочу реализовать идеи, но не всегда могу найти единомышленников. Вот, но в любом случае спасибо, я готова с ними всегда делиться. Спасибо, что вы меня пригласили, очень было приятно с вами беседовать, классный корреспондент. Вам тоже здоровья и благополучия. Спасибо, до новых встреч!